Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Сегодня Лена Федорова, керамист-дизайнер, покажет нам тоже небольшой мастер-класс, да, по изготовлению курильницы. Даже не по лепке, да, наверное, скорее всего. А если вы смотрели наш предыдущий выпуск, то примерно, наверное, будет уже понятно, как формируется личико, да? Ага, и что-то тоже похожее, тоже с лицом. Вот, кстати, на примере, да? Да. Мы сегодня слепим с вами вот такое вот старика. Ну, конечно, борода это будет приклеена потом, да, мы основу тоже слепим. Очень интересно, что у него изо рта выходит дым, Давайте да? я покажу. Давайте покажем. Это у нас благовоние, да, называется стелющийся дым. То есть у этих благовоний, конусов, есть дырочка внизу. Это благовоние делает Владимир Мочесынов, Масклок, да, из катана делает. Есть еще другие благовония, которые он тоже продает, да, бурятские, тоже из трав. И мы с вами сейчас увидим, как этот дым с этой вот дырочки не истекает, и у нас получается вот такая вот курильница. Так, давайте чуть подождем. Вот. Таким вот образом. Интересно так. Эта курильница называется эгетабала. Помните, в детстве, когда мы маленькие были, росли вот эти белые грибочки круглые, которые, когда засыхали, из них шел дым. Да, ну, такой, это, на самом деле, споры. Порошочек такой, да? Да. И вот как раз-таки моя подруга, художница Ваянас, она как раз-таки, когда увидела слепленную такую фигурку, она сказала, это же эгетабала, да, дождевик, да? И они сейчас у меня называются так, да, грибочки, дождевики эгетабахтара. Так. Ну, здесь вот нам, сложнее, чем вот в прошлый раз мы показывали, как делать колокольчик, да? Заранее я сделала свою заготовку. Так, это у нас будущий дедушка. Сейчас мы будем ему налепливать черты лица, да? И плюс еще нижнюю часть. Заранее у меня тут, смотрите, здесь у меня трещинки. Это я специально сделала, чтобы схоже было с грибом. Это делается у меня с помощью жидкого стекла, когда она засыхает, и потом мы растягиваем глину, получаются вот такие вот прикольные трещинки, да, естественные. Так. Сначала, как показывала в прошлый раз, сначала мы наметим места, где у нас будут глазки. Так как это у нас дедушка, глаза у нас все-таки должны будут посажены чуть глубоко, да? Так. Далее сделаем мы с вами носик ему. Носик тоже, как вы знаете, нос у человека растет. Ну, не то, что растет, да, он как бы хрящ становится все-таки больше, да, у человека. Да. И поэтому нос у нас такой тоже достаточно большой будет, да. И чуть-чуть еще, когда я люблю преувеличивать еще, да, чтобы более вот эмоциональное, наверное, да, было. Так. Черты, да? Это вот тоже, да? Вариант. Тут вариант, дым идет из бороды, как хаттабыч. У меня еще были курильницы, вот как раз таки Вова Мочесынов тоже один раз сказал то, что он хочет, чтобы курильница, дым шел из трубки. И мы тоже попробовала сделать, и классно это тоже получилось. И потом я еще лепила бабушку, которая с трубкой, да, хамсалах. И они очень тоже популярные, людям очень нравятся они. Так, в этот раз что-то нет у меня здесь. Так. Вот примерно как лепим, да, нос. Потом впоследствии будем его корректировать еще. Опять же, так, делаем наш шликер. Шликер — это у нас глина с водой, да?
Клей, Это да? наш клей, который соединяет части нашей курильницы. Так, не забываем делать насечки с двух сторон. Там, где будет сидеть нос, и сам нос тоже. Так. Таким вот образом. И соединяем. Когда соединяем, чуть-чуть давим, да, чтобы хорошо оно у нас приклеилось. Так. Носик у нас даже чуть маленький получился, мы можем, в принципе, добавить. Так, давайте мы сделаем вот таким вот образом. Сразу по ходу лепки, да, когда видишь какие-то недочеты, можно исправлять. Вот это мне очень нравится в глине, потому что если вот ты, будучи косторезом или столяром, да, или мастером, который занимается резьбой по дереву, это получается, они сделали, что-то отрезали, а потом как уже приклеишь. Да, здесь мне нравится то, что свобода у меня, да, что-то не нравится, я убрала, что-то, чего-то не хватает, долепила. То есть в этом плане не капризный совсем, да? Да. Вот это материал мне очень нравится. Еще мне нравится в керамике то, что она никогда не надоедает, да, потому что керамика, она безгранична. Можно лепить все, что угодно. Вот, например, мои пуговки тоже даже, да? сделаны из керамики. Сразу я не сказала, даже не обратила внимания. Можно делать посуду, можно делать абсолютно любой предмет интерьера. Люстры. Я все люстры хотела сделать, что-то руки не дошли. А посудой вы лично сами дома пользуетесь своей? Конечно, да. У меня в основном живут изделия, которые с браком получились. И они у меня дома. Да, иногда кому-то дарю, да. Так. Вот, например, тарелка у меня висит на стене, она получилась тоже вот с браком. Трещина была, и вот она у меня стоит сейчас здесь. Так, вот эти вот чашечки, кружечки, они тоже с браком, да, где-то вот ручка, там трещинка была, здесь тоже где-то там что-то было. И я решила оставить себе. Так, что-то нос у нас, оп, ладно, пускай будет он такой носик. Так. С горбиночкой. С горбиночкой сделали, так. И теперь сделаем бровки. Бровки тоже таким же образом налепляем. Так. Оп. Лена, ну вы говорили, что у вас есть основная работа, да? Ага. А вот на глину, как каждый день вот работаете с глиной или по вдохновению, по заказам, по поступлению заказам? Как? Ну, когда у меня свободное время, да, появляется. На основной работе я работаю только на 0,5 ставки. Поэтому, в принципе, в последнее время у меня времени есть. Больше. Да, в самом начале я, конечно же, в свободное время, только выходные, по вечерам, да, работала. Так, сейчас у меня очень много заказов, да, и у меня ответственность перед людьми, и получается я сейчас уже каждый день, вот в последнее время у меня по основной работе времени свободнее стало, да, и поэтому я сейчас вот предновогодние заказы прям сижу и леплю. Просыпаюсь в 4 часа утра и начинаю сразу лепить. Так. Опять же, та же, везде такая же технология, да? Везде. Да, в тот раз же я вам написала так рано, подумала, так рано ответили, ну, человек, наверное, всю ночь сидел, работал. Нет, я жаворона, кстати, ночью я вот вечером не могу долго сидеть, а вот рано проснуться и что-то делать, вот это для меня, да, энергия есть. Зато вечером быстро устаю. Так. Прорисовываются брови, да? Да. Налепляем наши бровки. Так. Тут тоже можно пользоваться стыкой, можно руками. В последнее время что-то я постоянно руками все делаю, кажется. Так, мне кажется, быстрее и чувствуешь больше, да, что уже точно прилепилось, что
еще, когда руки только не достают, вот когда маленькие изделия, как колокольчики, да, тогда я вот пользуюсь. А вот при создании работ часто, ну это же своего рода тоже и медитация, да, как и для любого человека, который что-то творит руками, да, он всегда медитирует, сколько вот не общаюсь с людьми. А у вас вот какие мысли, может быть, во время работы, во время процесса лепки? О чем-то думаете? Бывает, я забываюсь вообще. Сижу, леплю, начинаю лепить и прям вообще... То есть зациклены только на вот... Да, такое бывает у меня, ну, часто, да, так. Но иногда бывает, конечно, думая о своих мыслях, да. Вот как раз-таки, когда улетаешь, это вот как раз-таки состояние медитации, да, наверное. Состояние, когда ты сидишь в забытье каком-то, да, и смотришь на то, как работают твои руки. Ты даже больше ни о чем не думаешь, да, забываешься. Есть когда моменты, когда я о чем-то думаю тоже, да, могу обо всем думать, сидеть, да. Так, и иногда вот когда рутинная работа бывает, да, у меня, например, что-то, ну, не лицо леплю, а что-то, ну, допустим, какие-то вот, ну, формы, допустим, вот такие вот из такого шара я должна слепить сегодня, там несколько, я вот эти заготовки, когда делаю, сижу, я смотрю фильмы, бывает иногда, да, сериалы, или иногда еще слушаю аудиокниги. Вот как раз-таки в последнее время я слушаю очень много аудиокниг, художественной литературы. Часто слушаю что-то по духовности, слушаю саморазвитию и так далее. Это очень классно, то, что у меня появилось время на прослушивание аудиокниг. И я очень благодарна тем, кто создал аудиокниги. Да? Это сидишь, себе слушаешь, да, полезности или что-то там интересное очень слушаешь. Не нужно следить за картинкой, да? Да, художественной. Да. А вот сериалы, если смотреть, то нужно что-то легкое, да, чтобы вот внимание полностью не надо было сосредотачивать на фильме. Мы с вами лепим сейчас глаза, да? Брови сейчас нам нужно будет еще. С бровями я не закончила, оказывается. Так. Это вот будущие наши глазки, так как старые люди у нас, да, глаза где-то глубокие, где-то у нас веки, где-то вот нависшие, да, и вот это вот мы пытаемся с вами повторить, да. Опущенные глазки, да? Да, так. Глазки мы пока оставим в покое, давайте мы доделаем брови. Так, нам нужно сделать, ну, как бы имитацию бровей настоящих, и мы это сделаем с помощью петлей и стыки. Так, в школе, вот, в которой я училась по скульптуре, да, нас учили, чтобы мы все это делали на мокрую глину. Вверху чуть-чуть тоже нужно вот так вот сделать. Нужно более тонкие волосики добавить. Так, и можно передавать форму. Это можно тоже долго сидеть, пока ты не добьешься желаемого результата. Так, вот примерно сделаем. Потом мы все это будем замывать, то есть вот убирать лишнее, да, засохшее. Так, давайте я вот пример покажу, то, что замыто, и то, что еще не замыто. Вот это вот я уже поработала мокрой губкой и вот подровняла все, да. Вот это вот изделие, оно пока еще не замыто, то есть я буду еще его мокрой губкой с ней работать. В таком виде они у меня сохнут, потом следующий этап — это замывка. А там вот интересно, вот эта дырочка, да, и там она вот как проходит насквозь, да? Да. Ну, тут у меня система своя есть, чтобы напрямую шел, да, дым. Так, все, вроде бы, ну, можно еще углубить, да, то есть, чтобы глаза сделать, на посадку глаз чуть глубже, таким вот образом. Ой. Так. Тут у меня глина уже другая, кстати, привозная, это полностью глина, Никодим.
Так. Вот тут вот уже придаем характер свой личный, да. У каждого изделия они никогда не получаются одинаковыми, у каждого свой характер. Так, так, далее сделаем глазки. Глазки. Вот здесь вот сделаем чуть закрытыми. Так. И вот такие вот примерно глазки у нас получились. Сейчас будем делать ему скулы, большие скулы. Тоже берем 2 кусочка глины и тем же способом, да, носички, шликер, прилепляем ему скулы. Тоже на глаз, примерно как получится. Так, наверное, примерно вот такой вот форма у него будет. Первая и вторая тоже. Так, чтобы примерно одинаковое количество глины было. Сейчас я вот взяла чуть больше, вторую чуть больше. Потом уже можно впоследствии уже удалять, да? Так. И, конечно же, здесь тоже. Так, примерно там, где будут сидеть у нас скулы, тоже лепим. И намазываем нашим шликером. Так, и чуть-чуть смешные получились, кажется, у нас. Но мы потом, я уже говорила в самом начале, когда мы лепим, да, получается не очень красиво, а потом уже это пост уже, да, после того, как ты слепил, уже потом ты дорабатываешь все, чтобы уже получился какой-то убедительный, более убедительный характер изделия. Так, это у нас тут убьем чуть-чуть. И носогубные складки, да, у пожилого человека, у пожилого нашего изделия. Ой, смотрите, вот такое часто бывает, когда я вот что-то сделала и потом случайно чуть-чуть задела, да? И заново приходится редактировать все. Так. И вот. Так, носогубные складки наши вроде бы получились. Так, и теперь вот смотрим. Они как-то у старых людей, получается, все же у нас стекают вниз, да, и мы это как бы постараемся тоже имитировать, да, то, что вот видите, вот как будто мешки вот висят, да, у него. Я после того, как прошла вот эти вот уроки скульптуры, я все начала замечать, то, что вот тут, оказывается, у меня мешок, а он свисает у меня, оказывается. Как-то присматриваться. Да, начинаешь больше, присматриваться. Да? И к людям, и к лицам. Да. Ага. Так, теперь сделаем губы. Губы, да? Мы еще забыли добавить морщины нашему дедушку, да, дедушке. Так, тут у нас примерно вот здесь вот сделаем. Так, здесь вот сделаем. Под глазами тут тоже покопаемся. Здесь вот покопаемся. Здесь покопаемся. Примерно, да? Так, и давайте здесь. Вы уже, наверное, поняли, как надо лепить, да? Шликер, носички, шликер, и можно все что угодно прилеплять к друг другу. Так. Оп. Губки тут прям вот торчат же, да? Такие. Как такие точки. Так. Ноздри мы забыли сделать, оказывается. Надо ноздри сделать, пока не забыли. Так, тут тоже копаем. Такое чувство, как будто он чихнет.
Не хотите чихать, когда я копаюсь? Нет. Нет, да? У меня такое ощущение есть, когда я копаюсь, хочется чихнуть. Как будто в тебе копаются, да? Так. А это тоже курильница, да? Да, это тоже цветок, курильница, да? цветочек сардана, да. Тоже с личиком, оказывается. Видите. Они вот... Что-то мне захотелось в качестве подарка, что ли, такое. У вас много заказов, да? Да, заказов сейчас Да? очень много. Ну, попозже, Ага. да? После Нового года, Да, может. давайте, ага. Какой-нибудь праздник. Так, опа. И далее нам нужно будет уже слепить вторую часть, да, вторую половинку. Так, у меня глины хватит, что он у нас большой такой получился. Так, мы уже из кома слепили вторую часть. Как нижнюю тарелочка, часть, да? В форме да, тарелочки. курильница. И после чего мы собираемся сейчас клеить его к верхней части. Тоже сделали насечки и собираемся уже клеить. Так. Тут самое главное попасть в части. Так. Опа. И вот таким вот образом, как крышкой, закрываем. Оп. И для этого понадобится ложка. Это кухонная обычная ложка тоже, да? Из подручных средств, да? Да. Ага. Так, и последняя деталька, видимо, да, у нас. Так, это Нижняя губа. Ага. Он у нас какой-то, ну, давай чуть-чуть меньше ему губы сделаем. Так. Опа. И потом уже буду редактировать, да? Так. Таким вот образом. Так. Вот застал, да? В принципе, вроде бы все, да? И все, на этом закончим уже. Так. Потом уже, когда он обожгется, пройдет все эти этапы обжига, будем клеить ему бороду, да? Бороду из конского волоса. И получится такой вот старик-дождевик этого. Тут чуть-чуть А так люди из других регионов интересуются? Да, сейчас, Да? я очень много начала в последнее время отправлять, но доставка у нас очень дорогая, да, выходит. Это же керамику надо еще упаковать, чтобы... Да, хрупко. Сейчас вот с Москвы часто заказывают, ну, из других городов тоже. В последнее время вот из Беларуси, из Казахстана, даже с-за границы, с Нью-Йорка. Да. В разных люди очень часто берут как в качестве презента, когда едут в гости в другие страны, допустим, да? Я уже забыла. Я хотела сделать карту, где вообще изделия мои есть. Надо и сделать. По республике, да, и по России, и по миру тоже. Надо пока. Я уже где-то записывать начала. И вот самое последнее, это дырочку делаем, да, чтобы она у нас изделие полое, и плюс еще обязательно это нужно быть, дырочка должна быть, чтобы во время обжига она не взорвалась. Так, ну-ка. Ну, в принципе, такой у нас дедушка получился. Очаровательный. Да, добряк. Здорово. Ну что, такой очаровательный персонаж, дедушка, да, у нас получился, на наших глазах родился. Лена, вас хочу поблагодарить за возможность узнать что-то новое, да, полезное. И я думаю, и нашим телезрителям будет интересно посмотреть ваши мастер-классы, ну и посетить. Я чего бы хотела вам пожелать, чтобы
в дальнейшем как-то больше и больше людей узнавало об этой интересной технике, посещала ваши мастер-классы. И, ну, конечно, вдохновения вам творческого, новых идей, и чтобы как можно больше людей в других регионах, в других странах узнавали о нашей культуре, ну и о ваших работах в частности. Спасибо вам большое. Что хотелось пожелать нашим телезрителям? Я тоже очень благодарна вам, то, что вышли на связь и пригласили на свою программу. Было очень волнительно в самом начале, но на самом деле после того, как я пообщалась с Екатериной, и с прекрасным оператором, на самом деле волнение прошло. Да? Я этому очень благодарна. И хотелось бы пожелать зрителям творческого вдохновения, всегда искать то, что вдохновляет вас, зажигает вашу душу. Ну и все. Спасибо вам, Лена, спасибо, что мы смогли вас расположить, и до новых встреч.